5 кодексов были разработаны на основе указа президента Кыргызской Республики 2012 года о мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике. И в рамках этого указа вот как раз-то разработаны эти 5 кодексов. Почему они разрабатываются? Почему они пишутся? В основе этого прежде всего лежит Конституция Кыргызской Республики. Это рекомендация по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской Республики, которые тоже были утверждены указом президента Кыргызской Республики. Эти кодексы должны соответствовать международным стандартам, а также стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы. И главное, что получило отражение в этих кодексах, это реализация главного принципа, закрепленного в Конституции Кыргызской Республики, это права и свободы человека. Ибо в Конституции Кыргызской Республики прописано: наивысшей ценностью Кыргызской Республики является человек, его права и свободы. Если обратить внимание на действующий уголовный процессуальный кодекс Кыргызской Республики, то в нем содержатся элементы репрессивного характера. Очень слабо развито досудебное и судебное производство, а также слабо заложен принцип состязательности и равноправия сторон. Вот эти основания, вот эти причины, плюс к этому являются для того, чтобы разработать новый уголовный процессуальный кодекс. Для того, чтобы снять эти проблемы, поэтому в новом уголовном процессуальном кодексе вводятся новые институты, новые процессуальные фигуры, такие как судебный контроль, новый институт процессуального соглашения, новый институт, касающийся специальных следственных действий, новый институт, как депонирование доказательств. В новом уголовно-процессуальном кодексе теперь нет такой стадии самостоятельного института, как возбуждение уголовного дела. Теперь досудебное производство будет начинаться с момента регистрации заявления сообщения в единый реестр преступлений и проступков. И для того, чтобы развить принцип состязательности сторон, для того, чтобы ей придать полное развитие, а в настоящее время действующий уголовно-процессуальный кодекс он предусматривает только стадии судебного заседания, а надо необходимо этот институт, этот принцип, чтобы прослеживал весь уголовный процесс, вот как раз принцип состязательности, он имеет свое место в досудебном производстве с введением такой процессуальной фигуры, как следственный судья. Но я должен сказать, в рамках этого и гуманизировались, кодексы, и декриминализировались такие кодексы, как Уголовный кодекс. Появляется новый кодекс, кодекс о проступках. Если действующий Уголовный кодекс предусматривает 4 вида квалификации преступлений, как совершение преступления по особо тяжким, тяжким, менее тяжким и небольшой тяжести, то преступления, касающиеся небольшой тяжести, они отнесены к кодексу о проступках. Я должен сказать, и, конечно, получила свое развитие новый такой кодекс, как Уголовно-исполнительный кодекс, где большое развитие получил такой институт, как институт пробации. Этот институт пробации заложен как в Уголовном кодексе, он имеет свое место в Уголовно-процессуальном кодексе и имеет свое место в Уголовно-исполнительном кодексе. Если обратим внимание на Уголовно-процессуальный кодекс, то по менее тяжкие преступления в отношении лица, совершившего преступление, могут применяться, пробационный надзор. Пробационный надзор применяется, судьей местного суда, при совершении лицом менее тяжкого преступления путем поручения органам пробации, подготовки пробационного доклада, и уже на основании пробационного доклада судья может применить в отношении его, пробационный надзор.